В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В стране повсеместно начинается приемная кампания в учебные заведения. Прием документов в Арктический государственный агротехнологический университет в Якутске начался с 15 июня, первым среди образовательных учреждений республики. Гостья в нашей студии Павлина Васильева, ответственный секретарь приемной комиссии АГАТУ. Павлина Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мы уже сказали, что приемная комиссия у вас уже началась. Расскажите, сколько заявлений уже на сегодняшний день подано, сколько бюджетных мест и по каким направлениям выделены бюджетные места в этом году? Значит, для приема на 2023-2024 учебный год всего выделено 1025 бюджетных мест. Из них 840 на высшее образование программы, это бакалавриат, специалитет и магистратура, а также 185 мест предусмотрено на специальности среднего профессионального образования. Всего с 15 июня более 100 заявлений поступило от абитуриентов по всем программам обучения. Значит, прием документов продлится без вступительных испытаний, это на основании результатов ЕГЭ, до 25 июля. По дипломам о среднем профессиональном образовании прием документов продлится до 18 июля. На среднее профобразование до 15 августа будем принимать документы. И сейчас уже много заявок поступило? Ну, более 100 заявлений поступило. Половина лично приходит, половина через сайт, создав личный кабинет абитуриента. Таким путем направляет документы, а также есть почтой России из Чукотки заявления. Даже из такого отдаленного региона. Но вы являетесь единственным базовым университетом Министерства сельского хозяйства России. Какие самые востребованные направления у вас имеются? Ну, на протяжении последних лет мы наблюдаем устойчивый интерес абитуриентов по IT-направлениям, техническим направлениям подготовки, как информационные системы и технологии, электрооборудование, электротехнологии, лесное дело, лесоинженерное дело, да? Ну и направление экономического направления, экономика, менеджмент, торговое дело и по направлениям сельского хозяйства. Также на ветеринара, зоотехника. Но разброс направлений очень большой, от IT до ветеринара. Да. А какие подразделения и вообще имеются в структуре вашего вуза? Значит, всего 7 учебных подразделений. Это факультеты: агротехнологический, лесного хозяйства и землеустройства, инженерный факультет, факультет ветеринарной медицины, экономический факультет. Есть при университете филиал, значит, да, в Актемцах, в Хангаласском улусе, где также можно будет подать документы на направление высшего и среднего профессионального образования. И при университете есть колледж технологии управления, где поступление по аттестатам об основном общем и среднем общем образовании, то есть 9 и 11 классов. Вот давайте остановимся как раз-таки на образовании среднеспециальном. Какие специальности имеются для поступающих после 9 класса? На базе 9 класса прием на очную форму обучения будет реализован по 4 специальностям. На программиста в этом году 40 бюджетных мест предусмотрено. Такое большое количество. Значит, будет большой интерес есть, уже 7 заявлений поступило на данную специальность. Большой спрос будет, конкурс большой будет, сразу говорим. Значит, а также коммерческий прием будет осуществлен на специальности как юрист, бухгалтер и специалист по поварскому и кондитерскому делу. Тоже большой выбор специальностей. Но мы уже в начале нашей беседы упомянули, что подать документы в высшее учебное заведение можно несколькими способами. Давайте подробно поговорим о каждом из них, от личного кабинета до Почты России. Значит, и лично, и дистанционно можно будет подать документы. Лично это по адресу город Якутск, Сергелявское шоссе, дом 3 километр, дом 3, непосредственно явившись в приемную комиссию с необходимым пакетом документов, а также дистанционно это через сайт университета по адресу agatu.ru. Абитуриенту необходимо иметь электронную почту, чтобы создать личный кабинет абитуриента и путем создания направить необходимые документы, заполнить заявление
необходимые для поступления, а также на почту Центральной приемной комиссии можно направить документы abiturientagatu.ru адресу, значит, Почтой России. Направить документы, ну и через суперсервис. Вообще суперсервис — это третий год у нас будет осуществлен прием. Значит, прием документов через портал означает, да, госуслуги по программам бакалавриата и специалитета. Значит, подача документов будет отслеживаться сотрудниками приемной комиссии с момента поступления документов, да, до момента зачисления в ВУЗ. Весь процесс поступления будет отслеживаться. Можно выбрать любой подходящий для абитуриента способ подачи заявления. Но вот получить бесплатное высшее образование можно не только поступив на бюджет, но и, например, есть целевые места. Как обстоят дела с этим вопросом в этом году? Значит, в рамках бюджетных мест предусмотрена квота, целевая квота приема называется, да. В этом году 145 мест предусмотрено. Но мы знаем, что конкурс будет проходить отдельно. Значит, поступить на бюджетные места, целевые места, шансы будут больше, чем в основном конкурсе у абитуриентов. Достаточно для этого при подаче документов в приемную комиссию предъявить договор о целевом обучении с организацией. Да? И ну, по усмотрению организации возможен ежедневно, вот когда поступит абитуриент, да, возможно, что дополнительная стипендия, какие-то социальные меры поддержки может оказать организацию, ну и, конечно же, гарантированное трудоустройство по окончании вуза. Есть ли какие-то особенности в правилах приема документов? Ну, в этом году несколько нововведений были внесены вузами России по приказу Минобра России. Изменения в правилах приема, они касаемо программ бакалавриата и специалитета. Во-первых, это единые сроки приема, как на очную, так и заочную форму обучения. Ранее вуз сам вправе был устанавливать сроки на заочную форму обучения, там до конца августа принимали, да. Сейчас только больше месяца только будет на бюджетные места прием документов. Значит, во-вторых, это 2 отдельных заявления от абитуриента. Если абитуриент уже знает, подстраховывает себя, пишет одно заявление на бюджетные места и отдельное заявление, второе, на коммерческие места. А также направление подготовки. В одном заявлении, если ранее абитуриенты могли вписать до 10 направлений, если не определился абитуриент, то сейчас до 5 направлений сократилось. То есть с 10 до 5. Ну и приоритет, понятие, да? Что это означает? Значит, абитуриент при подаче документов, при написании заявления должен будет расставить порядковые номера в зависимости приоритетов. То есть на желаемое направление он, соответственно, указывает наивысший порядковый номер 1, далее 2 ниже, 3 там еще ниже и так далее, до 5. Вот основные изменения. А какие льготы предусмотрены для поступающих детей, членов семей участников специальной военной операции? Значит, также в рамках бюджетных мест предусмотрена отдельная квота. Значит, на отдельную квоту, на бюджетные места, да, могут претендовать дети, вот, да, как раз участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой, Луганской, Запорожской области. Значит, там будет 2 категории лиц. Некоторые лица, отдельная категория лиц будут зачислены без каких-либо вступительных испытаний, и вторая категория, сдав вступительные испытания, которые вуз проводит самостоятельно. Но это, кстати, не только касается детей, участников специальной военной операции, но и самих участников, которые изъявили желание поступить в университет. Нет, это касается только детей, участников специальной военной операции.
Так, а что насчет еще каких-нибудь льгот для других категорий граждан? Также в рамках бюджетных мест предусмотрена так называемая особая квота приема, да, где предусмотрено 79 бюджетных мест. Значит, на особую квоту могут претендовать лица, которые находятся на полном государственном обеспечении. Это, то есть, дети-сироты, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды с ОВЗ. Давайте напомним о вступительных экзаменах и сроках проведения этих самых экзаменов. На программы бакалавриата и специалитета вступительные испытания, которые ВУЗ проводит самостоятельно, будет с 19 по 25 июля. Будут основные дни, они уже утверждены. Также будет те, кто по уважительной причине не смогут в основные дни сдать, они могут в резервные дни сдать вступительные испытания, а также вступительные испытания в виде собеседования пройдут для абитуриентов, которые подали на программу магистратуры. Будет собеседование уже в конце августа. А есть ли какие-то приоритеты при поступлении? Что абитуриент может такого с собой принести или рассказать, чтобы его рассмотрели в первую очередь? Ну, значит, вот в рамках бюджетных мест есть 3 квоты, да, вот по 3 квотам, если необходимые документы там предъявляют абитуриенты, да, для поступления, а также если абитуриент предоставляет какие-то подтверждающие документы, подтверждающие наличие индивидуального достижения. Дополнительные баллы могут быть начислены сотрудниками приемной комиссии от 2 до 10 баллов. То есть за достижения в спорте, там, в олимпиадах, всероссийских, региональных, там, призерам, победителям, в зависимости от диплома, грамоты, да, а также тем, кто имеет значок ГТО, золотой, серебряный, бронзовый значок, а также выпускникам агрошкол нашей республики дополнительные баллы. Тем, кто окончат аттестат или диплом с отличием, получат. Перечень расширен. Павлина Егоровна, в конце хотелось бы спросить, а что бы вы могли пожелать абитуриентам? Ведь это такая все-таки пора стресса, да, но и предвкушения чего-то нового. Ну, успешно сдать экзамены, конечно же, поступить в наш университет. Наш университет является единственным аграрным вузом на северо-востоке по подготовке квалифицированных кадров отраслям севера. Ну и приглашаем в наш университет. Здорово, Павлина Егоровна, спасибо вам большое, что пришли. Желаю вам побольше умных, смышленых абитуриентов, и чтобы все места у вас в этом году были заняты. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.